Но английский язык, он да более универсален, плюс еще очень популярен. То есть он может помогать людям во всех сферах их жизни. То есть это может быть доктор, это может быть инженер, и где бы он ни был, он не останется без хлеба, если он знает этот язык. Олим Шукуров учится в магистратуре и в свободное время занимается самообразованием в американском уголке в Душанбе. На приобретенные знания он возлагает очень большие надежды. Молодой человек хочет стать преподавателем английского и в будущем открыть собственный бизнес – центр языка. Как только закончу, попытаюсь найти какие-то программы по обучению в других странах. Потом, скорее всего, вернусь и буду накопленный опыт распространять здесь, обучать студентов и учителей, скорее всего. Олим уверен, что от желающих изучать язык не будет отбоя, его дело будет процветать. Планы он строит на реальных фактах. Только в американские уголки, их в Таджикистане 7, изучать английский приходят сотни тысяч человек ежегодно, и эта цифра растет. Посольство расширяло материалы и ресурсы, доступные в наших американских уголках. И посещаемость посетителей выросла с 290 тысяч в 2013 году до почти 500 000 посетителей в 2014 году. И мы надеемся, что в этом году число посетителей растет даже больше. Большинство посетителей – школьники и студенты, которые надеются продолжить образование за границей, что в будущем гарантирует им трудоустройство. Сегодня, когда ищешь работу в какой-нибудь фирме, спрашивают, знаешь ли ты английский. Если знаешь, получишь работу с большей вероятностью и будешь жить нормально. Во многих странах говорят на английском почти все. Я хочу учиться в Австрии, в США или в Европе, потому что там образование более развито. По мнению экспертов, несмотря на рост популярности английского, он занимает в стране только второе место. На первом – русский язык. Однако это связано в первую очередь с острой необходимостью. Если русский язык, не секрет, это русский язык, который нужен тем, кто выезжает в Россию, да, он предопределяет этот тренд и эту необходимость изучения этого языка. И он делает сразу фокус на трудящихся мигрантов, тем более, что сейчас введено положение, согласно которому мигранты должны сдавать экзамен. Они вынуждены изучать этот язык. При этом возможности изучения русского в стране меньше, чем английского. Центров тоже не хватает. Аналог американских уголков, русские центры фонда «Русский мир», действуют при столичных университетах, но посещают их в основном учащиеся этих заведений. Более 7 тысяч у нас посещений русского центра. Сюда приходят студенты, преподаватели, сюда приходят аспиранты. И занимаются они большинство в электронном читальном зале и в интернет-зале. Хотелось, конечно, чтобы здесь посещали и другие люди, но у нас так построен это русский центр, что большинство у нас это студенты, преподаватели нашего университета. В этом центре при Славянском университете, чтобы облегчить доступ к учебной литературе всех желающих, была создана электронная библиотека, на которую можно попасть через веб-сайт учебного заведения. Но для этого нужно иметь хотя бы интернет. Набирает популярность и китайский язык. Предприниматели КНР сегодня, по официальным данным, крупнейшие инвесторы в экономику страны. Начинает также появляться такой тренд, как изучение китайского языка. Существует центр Конфуция, который достаточно хорошо функционирует. Английский язык, по мнению экспертов, все же выходит на первое место, ведь, зная его, можно договориться с теми же китайцами. Однако уровень знаний населения что русского, что английского в Таджикистане остается на очень низком уровне, уверены специалисты. По их мнению, платных и бесплатных центров недостаточно. Иностранные языки нужно изучать систематически, по несколько часов ежедневно в школах и университетах. Сегодня максимум, что дают учебные заведения, это несколько уроков в неделю, и увеличить число занятий не получится. Специалисты не хотят работать из-за низких зарплат. Анушер Арипов, Насим Исамов. Настоящее время. Таджикистан.